Испытано на себе. Верняк, тыгла. Ёлкин орб. Бар. Испытано на себе. Дорогие друзья, это проект «Испытано на себе», телеканал Якутия-24. И сегодня мы находимся на территории Зеленого Луга. Так как начался весенний сезон охоты на водоплавающую дичь, на утку, на гусей, мы сегодня будем пробовать тоже охотиться, подманить утку. И в этом нам поможет Василий, председатель клуба любителей охоты с духовыми манками Республики Саха. Правильно же я сказал? Да. Василий, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, можете нам, в общем говоря, подсказать для начала, да? То есть вот мы приехали на местность и будем обустраиваться. В первую очередь, что мы делаем? То есть как мы оборудуем нашу площадку? Так, сейчас получается самое начало сезона, вот поэтому водоемов мало. В основном все озера еще не оттаяли. Ага. Вот такие вот есть только маленькие, Лужицы. можно сказать, да, лужи. Нашли вот такой водоем. Сейчас будем в первую очередь будем маскироваться. Маскировочной сетью сделаем скрадок, засидку. Потом уже будем устанавливать наши чучела и попробуем подманить духовыми манками утку весеннего селезня, кряковой утки. Вот. Ну, сейчас, конечно, шансов подманить мало, потому что время дневное, и мы не так далеко отъехали от города. Да. Ну вот, но все равно попробуем и расскажем про такой интересный вид охоты, как охота с духовыми манками. Да, это очень интересно. Василий, ты нам покажешь азы, да, получается, как вообще это дело происходит? Да, сделаем такой маленький мастер-класс. Круто, замечательно. Ну, давай начнем обустраиваться, да? Тогда. Ну, а так будет цвет очень хороший. Очень хороший. А так стул можно, да, использовать? Да. Ага. Вот, просто как стул. Тогда пригодится. Засидка, можно сказать, готова. Из чего, что у нас есть, сделали такую скромную засидку. Теперь будем... Главное, быстренько, да? Да, так, теперь наши чучела. Чучела ставим. Так, вот у нас такого плана чучела. Я так понимаю, это кряквы. Да, это уточки, самки кряквы. Ага. И, ну, то есть мы, получается, ставим всего 5. Да, получается 2 самки кряквы и 3 черка, тоже самочки. Ага. В общей сложности 5 чучел. Ну, для начала сезона этого достаточно. Потом, когда уже сезон будет в разгаре, там уже тем больше, тем лучше будет. Так, ну я в резиновых сапогах. Давай я тогда зайду, поставлю. Да? Как, туда прямо в воду заходить мне? Да, надо быть осторожным, потому что под водой сейчас лед. Чтобы не упасть. Да. Ну. Ну, думаю... Аккуратненько. Да, черки здесь. Вот здесь. Так, сейчас я... Так. Да, вот так. Веревку надо... Чтобы веревку не видно было. Да, чтобы она была под водой. А друг от друга насколько далеко ставить? Полметра. 60-70 Ну, вот так вот, сантиметров. допустим, да? Да, вот так нормально, ага.
Хорошо. И эту Минимум полметра. Да, вот так. тоже. Ага. Отлично. Так, ну все, черки у нас размещены. Теперь кряквы, да? Да, кряквы мы так вот туда. Нормально будет. Так, тут какой-то качкарник. Ну, вроде нормально. Василий, скажешь, да, где? Вот тут дальше? Да, тут нормально, ага. Так, разматываю веревочку с грузиком. Ага. Так, вот сюда положим, нормально? Да. Все, отлично. Ну вот, у нас чучела размещены, засидка у нас поставлена, и мы сейчас будем приступать к процессу заманивания, да? Подманивания. Подманивание утки. Испытано на себе. Так, это я делаю команду одинокий кряк. Ага. Так, еще есть такая команда, как осадка. Но это уже когда утка видит, слышит селезня, дает вот такую вот осадку. Как будто подзывает, чтоб селезень сел. Ага. Призыв. Ага. А вот одинокий кряк это уже обозначение места. Просто. Когда ничего нет, когда ничего не слышно, утка, ну вот подсадная утка вот сидит, и вот одинокими, одиночными звуками и вот мы, охотники вот с духовыми манками, стараемся вот имитировать работу подсадной утки. Мгм. Охота с духовыми манками очень интересная. Я этим начал интересоваться с самого детства, когда меня начали брать с собой на охоту мои братья, дядя. И я там у охотников заметил духовой манок. Ну, в то время были очень простые манки советские. Деревянные? Нет, из пластика. Ага. Ну, и из дерева тоже были. Но очень простые. Прищепка была, всем известная. Вот. Но они изучали... так, у них был такой простой звук. Вот, но все равно я очень заинтересовался этими манками. И возможности купить практически не было. И решил сделать сам. Самостоятельно. Вот. Да, это было уже где-то в 6-7 классе. Ух ты, Ага. ничего как. Из дерева ножом вытачивал манок. Ага. И язычок манка делал из пластиковой бутылки. Разрезал Ага. просто пластиковую Да. бутылочку. Ну-ну-ну. Язычок. Ага. И, ну, в то время я думал, что все очень хорошо получилось. Ну, Ага. Но так звук был. рабочая была, да? Ну, то есть подманивалась? Да. утка? Бывало, что да, утка прилетала. И отец увидел это и сказал, что давай сделай хорошие манки и продавай охотникам. Так вот сделал. Вот так вот сказал. Ага. И в то время я это так подумал, что это простая мысль, да? Ну-ну-ну. Ага. Ну, Вот. уже в детстве было заложено, да? Да. Сейчас охотников с духовыми манками с каждым годом становится все больше и больше. Интерес растет.
Вот, и не только в нашей республике, да, по всей России Ну-ну-ну. это движение развивается. А сейчас у вас вот в клубе сколько человек вообще? Так, в сообществе Угую, Мгм. вот так вот называется клуб, это в переводе с якутского приманивание, подманивание, да, зов, Мгм. ага, Угую, там примерно 200 человек, Ух ты, уже 200 Ага. человек. примерно 200 Мгм. человек, и как клуб мы проводим мастер-классы, ездим по наследам, Мгм. по улусам, нас бывают приглашают, Мгм. ага, и проводим для охотников мастер-классы. И еще так наш самый большой такой значимый труд — это соревнования по мастерству владения духовыми манками. Прям соревнования. Да, Мгм. ну вообще основная цель нашего клуба Мгм. Угую — это пропаганда правильной охоты, Именно правильной Да, традиционной охоты. да? правильной традиционной Мгм. охоты и повышение культуры охоты. Мгм. А так не секрет, что многие охотники используют запрещенные электронные манки. Мгм. Эти электронные манки запрещены правилами охоты Российской Федерации. Мгм. А, то есть по всей России вообще Да, по всей запрет здесь? России. Вот, а когда ты охотишься с духовым манком, то ты постоянно не играешь. Вот так немного поиграл Мгм. и прислушивайся. А, ну да. Ага. Слушаешь, есть ли утка, отвечает ли, да? А, то есть Вот. утка может где-то в другом, например, сидеть на другом озере, да, или на другой луже и ответить И может? да, А, отвечает, и там уже есть разные команды. Например, когда просто сидишь, Мгм. вот я уже рассказывал, да, ага. а когда вот уже слышишь утку или видишь, Ага. то уже даешь осадку. И часто бывает, что одинокий селезень сразу прилетает м, на этот звук. И намного, вообще 100 раз охота с духовыми манками интереснее. Интереснее, да, Да. получается. Потому что ты Мгм. тут самостоятельно все это Да, делаешь и получается, общение. да, разговариваешь с уткой на Мгм. утином языке. Да-да-да. И я шучу всегда, что я владею несколькими языками. Якутский, русский, утиный, гусиный. Ну да. Испытано на себе. Сейчас мы вот играли на манке на кряку. Мгм. Есть еще другие манки. Ага. Вот маленький маночек на черка. Вот черков сейчас мало. Но маленькая утка Мгм. всем. Но скоро их будет тут куча через несколько дней, когда потеплеет, да? Вот манок на черка так, производит звук самочки. Мгм. Совсем другой, Да, да, звук такой идет. тонкий такой, нежный, да? Мгм. Вот. А это получается, если кряква одиночными, то чирок уже по-другому, да, Ну, играется? практически одинаково. Вот Да. одинокий кряк. Ага. Вот. Ага. А вот осадка. Мгм. Ну, мелодии немного отличаются. Мгм. И по звуку, да, по тональности. Мгм. Там Мгм. выше, потоньше, нежнее звук. Вот. Что еще? Это свисток. Мгм. Есть такая утка связь. Очень красивая утка. И голос у него тоже очень красивый, он свистит. Мгм. Вот такой вот свисточек есть. Мгм. Очень реалистично звучит. Ну и этих связей пока тоже нет. Мгм. Они будут где-то уже с середины мая Да-да-да. прилететь. Еще этим же манком. Вообще
утиные манки, они универсальные, да? Этим манком, вот, голос сиезя, Мгм. мы показали. Еще этим же манком можно имитировать голос селезня кряквы. Да. Это вот самка, да, Мгм. а это вот селезень кряквы. Вот так. Очень Ага. реалистично. Выдох меняем, Мгм. ага, по-другому вот так вот держим и о. Ага. Мгм. Вот. И этот звук нужен тогда, когда селезень осторожничает. Бывает, что он подлетает, но садится там вдалеке, Мгм. там где-то там 50-60 метров, да, и там сидит. М. Никак не прилетает на расстояние выстрела, да. Мгм. Вот так вот стараешься приманить, но не летит, Мгм. осторожничает. Ну вот тогда вот этим манком немного вот так вот голосом селезня, Мгм. тогда он чувствует конкуренцию. А, Ага, думает, что уже утку, самочку уже кто-то может отобрать, да, ну-ну-ну. другой Мгм. самец. Ага. И вот он уже прилетает, чтобы подраться там, выяснять. Очень интересно, да? То Ага. есть там свои особенности вот Да, такого вот мана. есть такие вот свои секреты. Мгм. Испытано на себе. Еще есть звук кормежка. М. Вот. Вот это звуки, можно сказать, звуки кормящихся уток. Мгм. Ну, когда их много, когда стая сидит, слышны вот Мгм. такие вот звуки. Это они общаются, Между собой общаются. между собой Ага. общаются. Мгм. Вот. И есть еще такой маночек. Это голос селезня шилохвости. Есть Ага. такая утка, длинная такая. Ага. Голос селезня шилохвости. И селезень черка. Это одним манком. Да, одним манком два голоса. И эти же манками, эти манки еще могут... Вот голос самки кряквы, да? Я уже показывал. Мгм. И этим же манком еще голоса самок шилохвости, самки свези. Мгм. Просто вот выдох меняешь. Голос самки шилохвости. Мгм. Теперь самка связь. Мгм. Еще вот можно добавить самца Мгм. связь. Вот уже звук становится намного интереснее Мгм. и привлекательнее. Ну, получается, это не просто так сидишь, а вот прямо занят, да? Да, это очень Проб- интересно. Пробуешь. То есть, получается, если в разгар сезона, ну, то есть там середина мая, да, Мгм. это практически все утки уже прилетели, да? Да. И в этот момент можно пробовать разные звуки, чтобы М. понять, какой из видов вообще на этой территории имеется. Да, вот есть вот такой вот подвес, Мгм. и все манки вот на подвесе Ну-ну-ну. находятся, чтобы удобно и быстрее было Ну, достал, да, поиграл. брать. Ну-ну-ну. Ага. А когда вот бывают охотники без подвеса, Мгм. и манки в кармане Мгм. находятся, это не так удобно, и можно еще потерять, и еще может грязь, пылинка попасть в Мгм. манок, и может манок залипнуть Да, то и есть... не сработать в нужный момент. Мгм. а, И вот мы рекомендуем всегда носить манки на подвесе. м. Вот, дальше вот гусиные манки. Мгм. У нас в Якутии разрешена охота на два вида гусей. Это белолобый гусь Мгм. и гуменник. Ага. Белолобый гусь и Гуменник. Ага.
То есть они не в красной книге, на них разрешена Да, охота. Ага. разрешена охота. Так, самый распространенный гусь это белолобый гусь. Так, у него такой звонкий голос. Наверное, слышали все. Весной и осенью очень много гусей пролетает. Даже в городе, да, можно заметить. Тут уже игра другая. Держим по-другому. Вот надо руками вот так вот камеру делать. Ага, тогда звук. Без камеры звук такой необъемный. Ага. Вот, А, просто пищит. А вот с камерой вот так вот держим. Уже по-другому звучит. Намного объемнее и реалистичнее. Так, и гусь-гуменник. Самый заветный трофей. Это самый, получается, из водоплавающей дичи самый большой. мгм. Гусь-гуменник. У него такой глухой, хриплый голос. Я заметил, это не только просто дуешь, да, но еще и руками, получается, создаешь камеру, пальцами Ага. что-то открываешь, закрываешь. Да, это уже приходит с опытом. А так, Мгм. когда, ну, допустим, на утином манке, когда только учишься, Мгм. лучше руками не двигать. Ага, Просто. Просто вот так вот держать. Мгм. Вот так вот не делаем. Мгм. А когда вот руками, пальцами играем, то это придает еще более реалистичности А, к звуку. ну это нужно с опытом все это приходит, да? Да, вообще это говоря? с опытом Научиться приходит. нужно. Ага. А так, все равно получается духовой манок это музыкальный инструмент Мгм. для охоты. Ага. И если просто взял и дунул, то он не работает. Мгм. Просто вот Ага. неестественный, нереалистичный звук, да, не похожий на голос утки. А надо дуть вот с давлением из живота Ага. тонко. Когда вот, да, и когда вот дуем, Ага. таким образом в манке, внутри манка создается вибрация. Мгм. Язычок вибрирует, и вот, Ага. А если вот просто так, а если вот с давлением, с правильным выдувом, вот, уже объемный такой Ага. реалистичный звук. Это найти, правильный выдув найти, по идее, несложно. Главное, начать правильно. А то бывает, что у людей неправильная техника Изначально. изначально, Ага. и это будет уже потом научиться играть правильно будет уже сложно. Ага. Испытано на себе. Слушай, ну я вот воспользуюсь случаем, да, вот у меня вот этот манок, Мгм. я, правда, его очень, скажем так, давно брал, Мгм. он там уже запылился. Мгм. Говоришь, техника, это вот, то есть я беру вот таким Да, образом, вот да? таким вот образом. А то бывает, люди держат вот таким вот образом, Ага, а надо держать вот, ага, да, вот так, за горн манка. ага. Это горн, мундштук, и внутри находится вот тоновая доска с язычком. Да? Так, а я сейчас, может, открою тоже, посмотрю. Мгм. У меня тут, Мгм. ну да, тоже. Язычок, Язычок. пробка, тоновая доска, горн и мундштук. Мгм, Вставляем мундштук, держим за горн, мгм. и пробуем. Надо с живота. Да, живота тоненько. Вот. Да, мелодия правильная, но язычок не до конца, недостаточно вибрирует. Ага. Ага. Это нужно вот Да, сильнее ещё- давление, Да, тебе еще нужно? давление создать надо, еще сильнее. Мгм. Вот. Во-во. Вот. Вот уже нормальный Ага. звук. То есть вот это у меня, грубо говоря, вот я одиночный пытаюсь сделать, да? Да,
А. Одинокий кряк. Мгм. Мгм. Вначале надо научиться вот делать одинокий кряк, потом Мгм. уже более сложные команды, как осадка. А осадка, она это какая-то, то есть я должен мелодию, Мгм. воздух выдать другой. Воздух порциями. Ага. Надо выдыхаем порциями, да? Когда одинокий кряк, то одна порция воздуха. Ага. Вот, да? А когда осадка, вот. Вот. Ну, Примерно так для начала очень хорошо. да, ну, Мгм. то есть нужно учиться просто Мгм. пробовать. Мгм. Больше практики. Мгм. Так, в основном люди здесь в городе учатся в машине. В машине? Да, сидят в сидя. машине и учатся. А то в квартире же слишком шумно же будет. А, Ага. ну, Своих там близких тоже тревожить неохота. И соседей тоже. Ага, вот поэтому ну, бывает. такой лайфхак очень хороший, да, то есть в любое время с собой манок лежит там в бардачке в Мгм. машине, грубо говоря, остановился, даже если образно там кого-то ждешь или там Мгм. подъехал, пока время есть, взял, поиграл. Ну Мгм. да, очень А так, такой да, есть такие хороший способ. охотники, что вообще всю зиму подвес на шее носят. М, Тренируется А, постоянно, да? Это уже они являются чемпионами соревнований наших. Мгм. Вот. Мгм. Вот. И радует то, что умеющих людей становится с каждым годом много. Мгм. Больше. Испытано на себе. По поводу вот именно утиной охоты. Есть же такое понятие зорька, да? То есть Мгм. утренняя зорька, Мгм. вечерняя зорька. Мгм. Это вот, то есть, что это представляет из себя в плане? Это тот самый период, когда идет какой-то перелет, миграция или почему именно зорька? Да, как я уже сказал в начале, днем утка не активна. Ага, Мгм. подманить утку бывает сложно. Мгм. Утка активна в вечернее время и в утреннее. Ну, можно сказать, в ночное, да? Мгм. Уже начиная там с часу ночи, да, с 2 часов. Мгм. Ну, это весной. Мгм. Уже активно летит. А, Ну, это как-то уже заложено у них. Мгм. Они перемещаются вечером и ночью. Ага, они уже стремятся в северные районы. Сейчас вот Да, весной, допустим, да, ага, на северный весной район в летят. северные районы, чтобы там загнездиться. Основная часть гнездится там, Мгм. а некоторая часть остается у нас, да, в центральной Якутии. И вот, и у них как-то все это заложено, они активно летают вот, вечером и утром. Вот Мгм. поэтому есть вечерняя зорька и Мгм. утренняя зорька. А так, утренняя зорька, она лучше, М. да, потому что лучше, утка более активная. Мгм. Ты перешел скажем так, с самодельных манков, которые в детстве, да, начал Мгм. делать из дерева, и вот, по сути, дошел до такого, скажем, ну, это же большое производство уже. Да, у нас есть, Дошел. ну, пока скромная компания, бренд называется «Канат», Мгм. и мы уже 2017 года занимаемся производством духовых манков и продаем не только в республике, а по всей России. Мгм. Ага. Отдельно сама. Yerler ama tut. Ergenler. Gene bitti. Ediyorum. Takın, say.
Испытано на себе. Дорогие друзья, мы находимся сейчас в производственном цеху, и где вот именно производятся духовые манки. Вот Василий сейчас нам продемонстрирует, каким образом осуществляется производство. Мгм. Василий, Так, скажи, пожалуйста, вот... Да, сейчас мы находимся в нашем токарном цехе. Так, после литья мы получаем вот такие вот заготовки. Мгм. И эти заготовки после отвержения обрабатываются на токарном станке. Так, одеваются на оснастку. Так, есть специальные резцы, ножи. Это получается второй этап после литья. Мгм. Так, обрабатывается литейник. Ага. Ну, то, что не нужно, да? Мгм. Потом, после этой обработки, торцуем Мгм. и снимаем. Потом уже дальше, так, на другой станок. Это станок, ну, опять же, токарный, но здесь вот полировальный круг Ага. установлен. Так, это специальная полировальная паста. Мгм. Так вот немного берем. И... Ну, вообще это делается в несколько этапов. У нас 3 разные пасты. Это Я вот, да, только Ага. средней пастой. Ну то есть это разными фракциями, да, от крупной Да, к мелкой. от крупной к мелкой. Мгм. Все, дальше мундштук идет к покраске. Вот это вот мундштук называется. Да, это мундштук. Ага. А, дальше покраска, Мгм. то есть вот эти вот гравировки. Ага. Мгм. Надпись, логотип, оберег. Ага. Ага. Окрашивается, заполняется все это белой краской. Мгм. Так, а вообще духовой манок состоит из вот мундштук и... Ага. еще у Именно нас? эта модель, Ага. это у нас манок на кряку. Мгм. Он состоит из 2 частей. Это мундштук и вот самая главная часть это тоновая доска. Мгм. Можно сказать другими словами, что это мотор Мгм. духового манка, да? Вот тоновая доска и горн, все вместе находится. Так, это тоже заготовка после литья. Это тоже надо будет обработать на токарном станке. На другом уже специально для него, да, Да. настроенный. Ну, станки все одинаковые, но просто вот разные оснастки здесь установлены. Ага. Это цанга стоит у нас. Вот так вот вставляется, фиксируется. Так, засверлили. Теперь, опять же, ножом обрабатываем, торцуем. Все, у нас есть 2 части. Мундштук и тоновая доска. Мгм. Дальше идем в первую комнату, там уже идет настройка манка. Так, у нас есть 2 части. Это мундштук Мгм. и тоновая доска. Мгм. На тоновую доску одевается уплотнительное колечко. Вот такие. Вот такое вот колечко одевается на тоновую доску, чтобы Мгм. надежно держалось все. Чтобы фиксировалось. Да, Ну-ну-ну. чтобы Ага. фиксировалось. Мгм. И вот тоже одна из основных частей это язычок манка. Это специальная пленка, называется майлар. На лазерном станке вырезается вот такой вот язычок, вот такой вот формы. Это язычок манка на крякву, да? Вот так вот вставляем до упора.
и ставим пробку. Пробка прорезиненная, это не простая пробка. И все вот так вот фиксируется. Мгм. Дальше вставляем в мундштук и уже пробуем. Дуем в манок. Вот. Слишком чуть мягкое получилось. Мягкий звук. Ага. Ага. Так, тогда вот язычок чуть-чуть вперед. Там на долю миллиметра совсем немного чуть-чуть вперед. Ага. Угу. Держим и пробку до упора. Пробуем. Вот уже, Уже другой да, звук. уже другой, более грубый Мгм. звук. Голос самки кряквы. Вот мы получили нам необходимый звук. Отлично. Мгм. Так быстро это все настраивается. Но это, я так понимаю, с опытом, да? То есть вот я бы, допустим, начал собирать, к примеру, да, ну, звучит да звучит, а вот Мгм. это же надо какой-то опыт, навык иметь, знать, как вот настоящая утка, Ага. ну, кряква, да, в данном Ну, случае. это все делается изначально, когда мы разрабатываем новый манок. Мгм. Да? Например, этот манок мы разработали почти 3 года назад. Мгм. Ага. И когда мы искали нужный звук, Мгм. так, вот такую вот заготовку делали и вот этот изгиб вытачивали. Мгм. Ага. Так, на наждачной бумаге вот так вот сидишь. Это когда вот делаешь Мгм. новый манок, да? Мгм. Так вот сидишь и вот так вот совсем понемногу, Потихонечку, да, да? потихонечку, вот так вот немного обработал. Опять же вставляем язычок, пробку Ага. и дуем, да? Вот чего-то не хватает, например, да? Ага. Вот, потом опять снимаем и вот так вот таким вот образом. Каждый раз Да, меняете каждый изгиб. раз, несколько дней, вообще месяцами иногда. Ищешь нужный нам Мгм. звук, да? Нет, а при этом именно сам звук, вот Мгм. как ты определяешь вот этот звук, что именно вот он тот самый? Это ты помнишь, знаешь, Да, как по слуху. действительно кряква Да, ну иногда работает? бывает, что включаем видео и слушаешь. И Да. сравниваете Да, звуки. сравниваешь. Мгм. И так по выдуву тоже выдув должен быть не слишком легким, не слишком тугим. Мгм. Ага. Если слишком туго, то устаешь, да. Еще Ага. такое есть. Если слишком легко дуется, то звук маленький получается, громкость маленькая получается. Мгм. Вот, все эти факторы надо учесть, и язычок не должен залипать. Когда долго играешь, особенно при низких температурах, Мгм. язычок манка залипает к тоновой доске. Ага. А это из-за влаги, да? Да, из-за влаги. Ага. Вот. Чтоб этого не было, мы вот сделали вот влагоотводные проточки. Вот Ага. эти. Там скапливается влага, и это позволяет дольше играть на манке при низких температурах. Ну, Испытано на себе. Всем охотникам нашей республики пожелаю удачной охоты. Всех с праздником, с началом весеннего сезона, долгожданного. Да? Всю холодную зиму, долгую зиму мы ждали, мечтали, да, и наконец это время наступило. И вот. И всем желаю выбирать правильные виды охоты и выбирать такой вид охоты, интересный вид охоты, как охота с духовыми манками. Вы не пожалеете, это разрешенная охота и 100 раз интереснее
охоты. Да, действительно, вот мы испытали на себе, что это на самом деле очень интересно. Вроде Мгм. посидели немножко, да, поиграли манками, ну прямо на самом деле буря эмоций, и приходит осознание и понимание, что вот именно любительская традиционная охота, Мгм. это, ну действительно, это круто. Вот Мгм. именно научиться еще вот профессионально пользоваться такими манками, это, Ага. конечно, большого стоит, и, ну это стоит этого делать. Тренировки нужны, ну, очень интересно на самом Мгм. деле. И давай на утином языке всем пожелаем удачной охоты. Это была программа «Испытано на себе». И вот мы подготовились к утиной охоте, к весеннему сезону. И ну, на этой ноте до новых встреч. Bardzo. Испытано на себе.